Один из ярких боев Килимова – его встреча на ринге с чемпионом США Майклом Гроганом. Килимов смог одолеть опытного американского боксера, отправив его в нокдаун. Ассаламу алейкум, құрметті ардақты ағайын. Кең Дала ТВ YouTube арнасына қош келдіңіздер. Мы приветствуем вас, дорогие друзья, уважаемые зрители нашего YouTube канала Кең Дала ТВ. На нашем канале мы рассказываем об истории, об искусстве, о спорте, ну и о многом другом очень значимом, то, что происходит у нас в Казахстане, или что касаемо нашего Казахстана. И сегодня, дорогие друзья, у нас тема «Его Величество спорт». Как пел некогда популярный в советское время эстонский певец Тынес Мяги, идут королевы плавания и бокса короли. И сегодня мы говорим, конечно же, о боксе. И сегодня у нас в гостях один из королей бокса, легенда советского, мирового, казахстанского бокса, многократный чемпион Советского Союза по разным весовым категориям от юношей до взрослых, который был в 1984 году признан 4 мировыми крупнейшими организациями лучшим боксером 1984 года. А это Европейский совет бокса, это АИПС, а также Boxing Amateur и Boxing Illustrated. И эти 3-4 издания признали этого человека лучшим боксером. Это мастер спорта международного класса СССР, заслуженный тренер Казахской ССР, заслуженный тренер Республики Казахстан и заслуженный спортсмен, заслуженный мастер спорта, легендарный боксер Асылбек Килимов. Асыке, ассаламу алейкум, қош келдіңіз. Алейкум ассалам. На самом деле очень приятно, очень приятно. И напомню, друзья, что, как всегда, мы наш канал ведем с моим соведущим и партнером, с журналистом Ерзатом Сергазиным. Ассаламу алейкум, достар. Сегодня поговорим о боксе, да, нашем любимом виде спорта, тем более такой собеседник, великий чемпион. Асыке, ну и первый вопрос. Начнем с того, что в далеком 1977 году маленький юный Асылбек Килимов переехал со своей исторической родины в Астрахани, переехал в город Шевченко, ныне Актау, и попал в хорошие руки к своему первому тренеру, покойному Александру Александровичу Драчу, откуда и пошло ваше становление и рост как боксера. Мальчик, который вырос в глубинке, который не видел ни Алматы, ни Красной площади, впоследствии увидел весь мир. И вот расскажите, пожалуйста, как начинался ваш путь? Детально, но постараюсь коротко. Переехали мы в город Шевченко из Астраханской области. Еду я в автобусе, в модном венгерском автобусе «Икарус», что было для нас в диковинку, да, из российской деревни, да, попасть в такой вот процветающий город. В автобусе я увидел человека, который запомнился. Особенно у него был сломанный нос. Я на него смотрел всю дорогу. Он был в кепочке, с сумочкой, в кожаной курточке. Смотря на него, я почему-то проехал свою остановку. Через какое-то время я в газете увидел этого человека и узнал его. И я брату старшему Ануарбеку говорю: ты посмотри, я этого человека видел. А он держал в газете, значит, фотографию, он держал своего воспитанника Сергея Горлыч, который где-то выиграл всесоюзные соревнования. То есть, ну, как бы это было событие, да, в таком маленьком городе. Ну и, короче говоря, все это стало почему-то вот причиной того, что старший брат, который Ануарбек, который занимался сам боксом когда-то, да, он меня, можно сказать, за шкирку и в зал бокса. Вот. Встретились мы тогда с моим тренером Александром Александровичем Драч. Да, и вот с тех пор мы с 77 по 84 включительно, мы с ним дошли до Олимпийских игр, с нуля и до Олимпийских игр, которые по общеизвестным причинам, да, не состоялись, к сожалению. Но это было уже вне нашей компетенции. Да, наша компетенция — это, то есть,
тренироваться, боксировать, выигрывать и выиграть путевку на Олимпийские игры. Что от нас зависело, мы это сделали, да. А то, что от нас уже не зависело, да, мы как бы бессильны были, да. Вот такая вот, вкратце, вот такая история была. Знакомство с моим тренером, да, и вот как бы наш спортивный путь с нуля до Олимпийских игр. Ну, до самого пика вашей спортивной славы 1984 года мы еще дойдем, а вот именно когда вы были юным, когда был случай, когда вас не взяли в сборную Казахской ССР, и вы с тренером, он устроил так, что вы поехали выступать в Кишиневе на чемпионате СССР за Молдову. И потом там, после того, как вы начали выигрывать, соперники написали протест, а тогда был председателем, главным судьей был олимпийский чемпион Геннадий Шатков. И он тогда возразил им, сказал, пусть он выступает, это молодой Асылбек Келимов, пусть выступает единолично от себя. Да. Да, и вы выиграли чемпионат, получается, не от Казахстана и не от Молдовы. Это была первая ваша победа в Советском Союзе. И потом пошли уже победы остальные. Да, было именно так. Нас по какой-то причине не вызвали на сбор. Первенство СССР должно было состояться в городе Бельцы в Молдавии. Да. И, как оказалось, мой тренер Александр Александрович Драч когда-то жил в этом городе, тренировался, и у него остались друзья и связи с миром бокса. И он сказал: Асылбек, ничего страшного, будем готовиться дома, я туда позвоню, узнаю, значит, что и как. Затем он через какое-то время мне сказал: Асылбек, мы будем выступать за Молдову. Ну хорошо, я-то сильно-то не понимаю, да, за Молдову или за... Мы же гладиаторы, мы вышли, и мы должны боксировать. А что, зачем и почему, это уже другой был вопрос. Не очень сильно мы это понимали тогда. Итого, значит, выигрываю 2 поединка, досрочно причем выигрываю, да. И вот на меня пишут протест, значит, «Спартак», там, «Трудовые резервы», иные «Динамо» там, и другие организации, что я подставной, что я вроде бы как из Казахстана, а боксирую за Молдавию. Да, и Геннадий Шатков, как главный тренер, зам главного судьи, кстати, еще один олимпийский чемпион, великий Дан Поздняк. И на собрании Геннадий Шатков принял такое единоличное решение. С Госкомспортом я разберусь сам, парень способный, вы видите, он будет боксировать, и он будет боксировать сам за себя. Он не будет давать очки никому. И я боксировал личником. Был ли такой прецедент вообще в истории, не был, я не знаю. Но вот такое креативное решение принял Геннадий Шатков, олимпийский чемпион, да. И когда союз закончился, я его успешно выиграл, да. Я этого не осознавал, ну, как бы выиграл, да. Но через десятки лет я понял, что я оправдал доверие олимпийского чемпиона, 2 олимпийских чемпионов, да, Геннадия Шаткова и Дана Поздняк. И, возможно, это повлияло на вашу дальнейшую карьеру? Мотивация? Ну, наверное, да. Скорее всего. Да. Друзья, говоря о рекординге, как нынче модно говорить, рекорд Асылбека Сахтапергеновича, свыше 1800 проведенных боев, и из них 82% досрочно, если не ошибаюсь. 196 поединков. 190. Поединков 196. Да, 196, я поправили. Из них 82% досрочная победа. Да. Вы были знаменитым панчером, и я говорю, на вас равнялись многие юноши, такие как я, и вы были кумиром. И в 17 лет вы были призваны впервые в сборную СССР. Да. Об Олимпийской еще впереди у нас речь. В 17 лет попасть в сборную. Вот это невероятно. В то время чемпионат СССР-то выиграть трудно. И потом в 1984 году казахстанские боксеры произвели фурор на 50-м юбилейном чемпионате СССР. Олимпийский год в Ташкенте. Да. 4 золота взяли Асылбек Келимов, Серик Конакбаев, Серик Нурказов, Каримжан Абдрахманов. Абдрахманов и
Бронза, серебро Виктор Демьяненко и Бейбут Ешанов, если не ошибаюсь. Второе или третье места. Да. То есть 6 казахов взяли из 12 категорий 6 медалей. И позже 4 из вас были приглашены в Олимпийскую сборную СССР. Не приглашены, чемпион Советского Союза означал ты в составе Олимпийской сборной Автоматом. Советского Союза. Автоматом. Да. То есть это олимпийская путевка. Первое место олимпийская путевка. Есть чемпионат Советского Союза, тоже, да, ну одно и то же практически. А есть чемпионат Советского Союза именно предолимпийский, да. Ну вот так получилось, что вот был такой результат, да. Асылбек Сапбергенович, вот вы известный как нокаутер, ваша боксерская карьера. А вот скажите, почему вот сегодня мы не наблюдаем столько нокаутов, вот сколько вот в бытность, когда вы были спортсменом? Ну, наверное, этому есть какие-то причины. Ну, во-первых, бьющий человек, да, он, наверное, рождается таковым. Мы еще пилили дрова, их кололи, складывали, сажали картошку, значит, косили сено, плавали в речке. То есть мы постоянно занимались, вот, может быть, это тоже повлияло. Но я так думаю, что панчер, он рождается, да, вот есть Тайсон, вот и все, понимаете, рубил так, что ни один великий тяжеловес тех времен не мог устоять перед 20-летним парнем. То есть, да, относительно, почему сейчас нет, да, ну, скажем, перчатки не те, более игровой бокс, панчеры, они появляются, но не часто. И талант бокса еще плюс сила удара, это, наверное, двойной талант, да, так скажем. Ну вот, вот такое пояснение, вот ответ на ваш вопрос. А вот парадоксально, в начале 80-х годов, когда вы становились чемпионом по молодежи, среди взрослых, когда вот, как Ереке подметил, в 1984 году, это была вот, наверное, пик вашей славной карьеры, лучший боксер по разным версиям. Но что случилось затем, в 1985 году, 1986 году, в финале чемпионатов Советского Союза вы уступали вот своим В противникам? финале, да, да. Грозный. Нет, я, наверное, просто скажу, да, отвечу на этот вопрос. Есть время идти в гору, есть, или как, идти на базар. Есть время идти на базар, есть время идти с базара, да. Как и в обычной жизни, да, мы до какого-то возраста идем на базар, а затем идем с базара. До 1984 года, видимо, я шел на базар все-таки, да, потому что была цель, была мечта, и она как бы достигнута была, но в силу, да, как я сказал, известных причин не состоялась, и все, и у меня как бы пошло все вниз. Я считаю это, ну, нормальным, потом, скажем, любой боксер имеет свой пик, и как бы я ничем как бы не отличаюсь. Сколько Богом отпущено действует. Да, да. Ну вот такой период был, видимо, есть у меня такой жизненный, как бы сказать, это спортивный потенциал мой, данным свыше, да. Ну, с другой стороны, до 1984 года мне было 20 лет, в 19 лет, неполных 20 лет, так скажем, олимпийская путевка в руках, но до этого времени пройти, скажем, 9 союзов, 7 союзов, 2 Кубка Советского Союза, Спартакиада народов СССР. Для пацана 19-летнего это бы, ну, было, кроме этого, еще, значит, много поездок зарубежных, да, и я считаю, что это было большой нагрузкой, тем более, что мы, скажем, жили просто на своем потенциале.
Вот что нам дал Всевышний, вот мы этим потенциалом, то есть мы не знали, что такое витамины, что такое там подпитывать сердце, не знаю, там какие-то органы, мышцы. То есть сколько было, так сказать, выделено, вот весь потенциал был реализован. Вот в финале чемпионата Советского Союза 1984 года против Беляева, вот тогда Олимпийский год, главные старты четырехлетия в Лос-Анджелесе, да, в Америке. И вот это, наверное, вас мотивировало, да, на последний бой, как говорится, решающий. Ну да, Олимпийские игры, понятно, это было, как я уже выше сказал, это было мечтой, это было несбыточной мечтой. И в финальном поединке я боксировал он был, Александр Беляев, чемпионом Европы среди юниоров, он был чемпионом Советского Союза 1981 года, кстати, там же в Ташкенте. И здесь вот финальный поединок. Да, было нелегко, конечно, как и любой нормальный боксер, так скажем, выходил с огромным волнением, мечтал об олимпийской путевке. Ну вот, как бы получилось, что я стал чемпионом Советского Союза, да. Дорогие друзья, напомню, что известный постулат, что спорт вне политики, есть такой постулат, но жизнь, факты из жизни опровергают этот постулат. В 1984 году Советский Союз и ряд стран соцлагеря бойкотировали Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе. И, соответственно, мечта таких спортсменов, как Асылбек Керимов и других, для которых это был пик, самый пик их выступления, их карьеры, прям вот была оборвана. Асылбек, как вот понимаю, конечно, вас тогда это всех разочаровало, невероятно расстроило, я даже не знаю подобрать какие слова, чтобы описать ваши чувства. Давайте вспомним, когда вот вы услышали это объявление. Да, ну я думаю, не нужно идеализировать здесь. Да. Если бы я был один представитель, да, из представителей страны, в единственном числе не попал на Олимпийский, не поехал весь Советский Союз, все виды спорта. Я был в том числе одной из единиц вот этой большой спортивной делегации всего Советского Союза. Ну, значит, не все бывает в жизни так, как мы этого хотим. А вот, друзья, про рейтинги, которые я говорил, 1984 года по 4 организациям, Да. вы их узнали не тогда, а в этих рейтингах, между прочим, в весовой категории до 75 килограммов, такие имена, как Стивенсон, Холлифилд, были в этом списке. А вы это узнали спустя годы. Не тогда, тогда же был железный занавес. И вы случайно узнали из соцсетей, Да. что вы возглавляете эти рейтинги. Вот расскажите, как вы узнали об этом. Да, чуточку поправлю, Стивенсон в супертяжах, В супертяжах. Но они там... Холлифилд, да, Льюис в супертяжах, Холлифилд в полутяже, я в 75 килограмм, ну, как бы Да, ну, в том же списке. Да. близко очень, да, Да. по весовой категории. Но интересно то, что я там есть. Да, почему там есть, у меня на это ответа нет. Потому что там, начиная с Пола Гонсалеса, скажем, олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Вэлла Баркера 1984 года, там есть и Пернел Уитакер, да, там есть и Стивенсон, там есть и лучшие боксеры мира того времени. Да, они все, значит, или чемпионы Европы, Кубка мира, Олимпийских игр, чемпионатов мира. Но я там единственный, кто чемпион Советского Союза. И у меня нет ответа, без какого-либо кокетства я говорю, у меня нет ответа, почему я нахожусь в этих рейтингах. Можно как бы додумывать, объяснять там, по каким-то критериям и так далее. Да. И это при том, что вы не участвовали в Олимпийских играх,
Вы, Я тем не не менее, участвовал вы, тем не в менее, в эти чемпионате рейтинги возглавляете. Европы, мира, Кубка мира, Олимпийских игр. Да, я был членом сборной Советского Олимпийской. Союза, Олимпийской, да. Но в Олимпийских играх я не участвовал, как и в других соревнованиях. Но почему я там, нет ответа ни себе, ни вам. А почему на чемпионате мира вы не принимали участие? Вот вопрос важный. На чемпионате мира 82 год чемпионат мира. Я еще боксировал по юниорам. Но в команде сборной Советского Союза был Юрий Александров. Но он, правда, на год старше меня, да. И он в 18-летнем возрасте стал чемпионом мира 82 года, да, По в мужикам? Мюнхене. Да, по мужикам. Почему я там не был, у меня тоже нет ответа. Юниор. Следующий чемпионат мира был в 86 году в Рино. Я здесь на чемпионате Советского Союза в финале проиграл Дмитрию Болигузову. Поэтому меня не было на чемпионатах мира. Ну а вот эта вот мечта все-таки наверняка жила в вас покорить Сеул. Сеул. Почему не дошли до буквально там? 88 год. Да, 84 год, еще 4 года. Это, во-первых, для олимпийского цикла, тем более в сборной Советского Союза, ну, для меня это было сложно. Как я сказал, видимо, мой ресурс спортивный, сколько было мне выделено, да, вот он закончился у меня на пике в 84 году. Далее я пошел с базара, я уже не думал об Олимпиаде 88 года. Очень простой ответ. Не хватило бы меня, и это я знаю как бы сам лично, да. А вот интересно услышать ваше мнение, как одного из лидеров на тот момент нашей боксерской дружины, да, дружины сборной Советского Союза. Вот насколько было тогда вот подход спортивной медицины, каков был? Вот сегодня очень актуальный вопрос именно медицинское сопровождение спортсменов. Да. А вот лидерам Советского Союза насколько внимания уделялось в этом аспекте, насколько вот контролировалось и питание, то есть еда, диетолог был ли психолог? Расскажите, пожалуйста. Это сейчас нутрициологи даже есть, да, диетологи. А тогда этого всего не было, вы же сами в основном. Видимо, эти еще гадалки есть, Маги. карты раскладывают, да, наверное. Да, в то время было хорошее питание, ну, как хорошее обычное, советское питание, ресторанное. Мы жили в гостиницах, у нас был автобус. Да, относительно, скажем, ну, кровь, может быть, брали один раз в год. Да, даже не отсюда, а вот отсюда. Да, ну, может быть, аскорбинка, таблеточка рибоксина, как я помню, кусочек шоколадки. И какой-то вот по утрам на сборах, да, давали вот полстаканчика какого-то спортивного напитка. Ну, он такой, больше такой малинового цвета. Ну, видимо, какая-то смесь была. Но она такая легкая, да, витаминизированная. А так, чтобы, значит, брали кровь у нас, раскладывали ее по всем характеристикам, подтягивали то, что нам не хватает. О таком мы, конечно же, услышали после, значительно, через десятки лет. Поэтому об этом даже... То есть мы шли на резерве, который нам был дан. Вот мы есть живые существа, животные, да, каждому... Черепаха, он ходит и 300 лет живет. Юрий Андреевич Цхай, бывший тренер нашего прославленного Серика Конопаева, как-то рассказывал, что он тогда, помимо вот питания этого, он еще отдельно на соревнования возил коза, чтобы дополнительно подкармливать наших боксеров. Это было на чемпионате СССР 1984 года, да. Нас несколько человек приглашали в комнату в гостинице, там варились эти казаны, мясо, и вот мы, значит, кусочек мяса съедали, коза, может быть, другое какое-то мясо, да, и выпивали там пиалушку или стаканчик сурпа. Да, это было. Это было как бы вот перед тем чемпионатом Советского Союза. Может быть, А насколько сложно именно с психологической точки зрения вам было
вот 86-й год дался, чемпионат Союза, такое великое событие в мире бокса проходит на родине, в Алмате. Болельщики, зал гудит, поддержка неимоверная, невероятный шум стоит, и вы уступаете вот в финале в таком драматичном поединке. Насколько вы долго отходили от того поражения? Да, был эпизод такой в моей карьере спортивной. Я в то время служил в ЦСКА, мы были на сборах в Краснодаре, затем мы поехали, насколько мне помнится, мы поехали на сбор на Кубу, потом вернулись опять на сбор, по-моему, в Краснодар, опять же. Затем я приехал на сбор в Алма-Ату. После этого был чемпионат. Я прошел 3 или 4 этапа сборов без боевой практики. Я приехал сюда, и, честно признаться, я даже не знаю, как я до финала дошел. Хотя были соперники вроде бы такие очень неплохие, да, в том числе и чемпион Европы, победитель спартакиады, чемпион Советского Союза Владимир Мельник, да, и его я в том числе прошел. Да, относительно Дмитрия Болигузова, да, мы знали друг друга, мы боксировали с ним, скажем, на предыдущем чемпионате Союза в Ереване, где я его, ну, как бы успешно выиграл. Здесь, ну, получилось так, что я вот 2 стоячих нокдауна, 2 удара, посчитали это нокдаунами, да, хотя по себе я этого не ощущал, да, и бой был завершен. И такое бывает. Обидно здесь, в Алма-Ате, на глазах у своего зрителя. Вы тогда звезда, вы что, первой величины? Асылбек Келимов, болельщики. Легенда. Вы, пожалуйста, не преувеличивайте. Нет, ну так, ну, Почему? притча во языцах, но устав народа. Потому что рейтинги хорошо, я согласен. Асылбек не чемпион Европы, не победитель Кубка мира, не чемпион мира, не олимпийский чемпион, не чемпион чего-либо другого. Ну, то, как вы выступали на международных соревнованиях, при как вы зрительских выступали в симпатиях. матчевых встречах СССР, США, Да. там, вы были Народ- гроза народ- американцев же. народ это американцы. помнит. Все, вы меня разбудили. Народ это помнит. Да, хотел бы сказать вот про матчевую встречу с США, да, которая была, скажем, ну такой политический поединок, скажем, да. Афиша такая себе. Не поединок, политический матч такой, да, Да, СССР, да. США в те времена, во времена Холодной войны и так далее. Этот поединок был показан по телевидению, и он вот таким образом завершился, как бы для меня успешно завершился. Но хотел бы сказать, пусть это прозвучит даже как хвастовство, да, но я хотел бы сказать, что этот поединок для меня был обычным, и таких поединков было у меня много. И были, более того, более ярче поединки, И и сложнее. более эффектные поединки, когда, ну, прямо люди взлетали. Так вот, взлетали и падали. Да. Было и такой. Просто этот поединок показали по телевидению, его зафиксировали, и он как бы вот... Майкл Гогин. Майкл Гроган, Гроган. 4-кратный чемпион США, кстати. Да, за 2 года до меня он у Холлифилда поколотил так, что... Ну, хороший такой яркий поединок, запомнившийся всем и мне в том числе. Да, раз уж вспомнили турне по США, тогда сборная СССР, которые в составе Да. которой вы были, проехалась по многим городам. Это и Лас-Вегас, Нью-Йорк, Денвер и так далее. Да, Вы тогда, ну это сейчас, да, в Америку слетать как бы легко, а в то время вы попали из-за железного занавеса, как на другую планету. Вот расскажите, вот, например, Виктор Демьяненко как-то рассказывал, Контраст, да? да, контраст, он рассказывал, как вышли из отеля, говорит, смотрим, Как здесь советская пресса пишет, что там гнилой Запад загнивает. загнивающий Запад. Мы прилетаем, там небоскребы, там инфраструктура такая. Вам выдавали $15 в день, по-моему, да? не знаю, не Вам? помню. Сколько это давали? Около $15 вам выдавали? Мы завтракали, и
а остальное все В Лас-Вегасе ходили на автомат? копили, чтобы купить друзьям, Подарки. да, дома, в семье, кому-то, племянникам, братьям, родителям, чтобы что-то привезти, чтобы было приятно, да, ту же наклеечку, ту же кепочку, маечку. Ну вот как бы, ну вот было, да, так было. Ну, США вас поразил тогда. США, честно говоря, вот первая поездка была в 1981 году в Польшу, да, для нас было, ну, как будто на другую планету мы собираемся. Во время вот этой военной революции, Ярузельский, и вот этот кипиш весь польский, да, мы то поедем, то не поедем, тогда в ромашку играли. И, в общем, поехали мы туда, да. Нам было там по 16-17 лет. Затем мы поехали в Пхеньян на международный турнир, да, уже от сборной Советского Союза, а потом в Турцию на столетие Ататюрку международный турнир. Он один раз проводился и как бы вот, да. Ага. И действительно, Анкара нам показалось, мы то ли ночью приехали, ну, в общем, как будто вы попали на другую планету, да, вот то, что у нас сейчас подсвечивается, вот это все, да, вот как раз-таки вот это, там все это горело, сверкало, мигало, да, и нам казалось, куда мы попали. А относительно, скажем, затем, значит, 82 год уже там, скажем, западные страны социалистические, да, Германия, там ГДР, вернее, там Чехословакия, потом Финляндия, Индонезия. 83 год Лас-Вегас. Лас-Вегас. Матчевая встреча с США. Да, мы попали до отеля Caesar Palace, мы там. И вообще, Какой отель? Как Caesar Palace. Это где миллионеры только Где останавливаются. все поединки вот эти значимые Да, проводились да, и проводятся. И мы вот так вот как бы друг друга щипаем, да. В сказке ли? Ну, в сказке не в сказке, но днем как обычно, да, но ночью, конечно, это было, и мы действительно попадали как на другую планету, да, потому что Вы мы когда жили в выходили- Советском Союзе, да. Выходили гулять, местные жители знали, что вы Soviet Union Boxers? Не знаю. Нет? Не знаю. Наверное, знали, может, не знали. В гостинице, да, мы ходили, так сказать, в спортивной одежде. У нас герб, у нас СССР буквы, да, на спине. То есть было, да, как бы. Как-то вопрос был задан Марату Мазибаеву, нашему тоже чемпиону среди профессионалов. Чем отличаются латиноамериканские и цветные афроамериканские боксеры? И он тогда сказал, что они выносливые, держат удар. Он говорит, афроамериканцы чуть нытики, говорит, а вот латиноамериканцы, говорит, как казахи, типа на нас есть, и там прут. Вы поделитесь тоже, все-таки вы с ними много раз встречались, афроамериканцы. Их вот эта физиологическая особенность ли? Да. Вот сейчас смотрю, у них идет засилие. Да. Будь это бокс, футбол, Да. баскетбол. Раньше в баскетболе не было черных, а сейчас баскетбол строго цветные. Вот, видимо, это какие-то антропологические параметры, возможно. Да, именно так. Генетические, антропологические, по-всякому можно называть. Давайте навскидку. Баскетбол. Джордан. Джордан, Мэджик Джонсон, Шакил. Шакил, Бокс. Тайсон, Холлифилд, Али. Да. Стивенсон, Да. Салон, Салон. Мейвезер, Бегает кто? Болт. Кения. Болт. Кения и так далее. Да. Понимаете? Почему? Ну, значит, в них заложен функционал от природы. Антропология, функционал, все вот характеристики, пригодные для спорта, для, вот именно для высшего спорта. Да? Вот. Латиносы сами по себе прекрасно знаем, да, что они очень темпераментные, очень говорливые, с таким огромным жизненным потенциалом. Да, ну вот так вот распределено по, да. Да, есть, скажем, монголы, есть китайцы, есть казахи, есть узбеки, кстати,
Если посмотреть на них по антропологии и по некоторым характеристикам, которые я, скажем, сам лично определяю, да, по ним видно, да, по их Визуально, да? стати, по глазам, по брови, не знаю, по стопам, да, по ним видно, что они потенциально сильные, дышащие, выносливые, и духу там хоть отбавляй. У нас такие есть, но их нужно находить, определять. И с ними... Селекция нужна. Да, Селекция. да. Ну, раз мы подошли вот к такому вопросу, да, и здесь узбеков задели, то сегодня они лидеры мирового бокса. На Олимпиаде 5 золотых медалей из 7, на чемпионате мира из 10 6 золотых медалей. То есть могли ли вы предположить, что мы доживем до вот этих дней, когда узбеки будут феерить на самых крупных и ответственных соревнованиях? Все в мире меняется, все в мире развивается. И они действительно первые в мире, и они долго будут удерживать, конечно, эту позицию. И как бы обидно не было нам, там, не знаю, любителям казахстанского бокса, болельщикам, самим спортсменам, да. Но во всяком случае, вот пока на нашем веку, так скажем, да, мы их не превзойдем по результатам, которые они достигли уже. Мы их не превзойдем. Отстали. Сказать навсегда будет совсем грубо, конечно, но примерно так. Прилично. Примерно так. Когда у нас будет два двукратных олимпийских чемпиона с кубком Велла Баркера и, не знаю, дополнительно с 5-6 чемпионами мира там. Так еще и в Лос-Анджелесе трехкратный, возможно, будет. Возможно, Узбек, будет, да. Это кто, этот маленький? И маленький, и Или большого, наверное, большой, да? потянут. Джалолов и Биг Узбек нужен, Хасанбой, нам да. историю писать. Да. Историю писать. Да, возможно, они еще добавят, но они пахари, конечно, они пахари. Они что и по жизни пахари, на поле пахари, они и в спорте пахари. И я скажу вам, вот в каждом из них я вижу свою антропологию. Вот мои характеристики я вижу в них. А в наших я, несколько. У нас Сабрхан хороший, значит, и Махмуд, значит, и Турихан, да, Ташкембай. Вот им дано чуть больше, чем кому-либо. Дано не тренерам, не деньгами, не президентом Федерации бокса. Им дано свыше. Но это нужно еще реализовать. А цыплят считают по осени. Они уже реализовали себя. Ну, давайте все-таки будем ожидать успеха от них на Олимпийских играх. Все-таки промежуточные результаты, пусть даже под вывеской чемпионата мира, никак не сравнятся с показателями на Олимпиаде. Ерзат, я так понял, ты хочешь поговорить об этом, да? Конечно. Для того и Я пригласили. ждал эти вопросы. Честно говоря, они уже сделали все, что требовалось от них, они уже сделали. Олимпийские игры, сейчас, значит, вот эти все разборки между МОКом, там, не знаю, ИБА, у Гены что, да, волкбоксинг, да. Да, это все, что сейчас в боксе происходит, непонятно, к чему это приведет, тоже непонятно, потому что спорт, как бы ни говорили, он все-таки уже превратился в политику, да, но тогда был. Мы не поехали на Олимпийские игры не из-за федерации или там из-за какой-то другой организации. Мы не поехали по политическим мотивам, да, как мы это понимаем, там, скажем, через десятки лет. Асланбек ага, давайте вернемся к началу разговора. Вы в относительно молодом возрасте завершаете карьеру, вешаете перчатки на гвоздь, но тем не менее продолжаете трудиться во благо бокса, в
качестве административной работы приносите вклад и доходите до такого уровня, статуса государственного тренера уже после развала Союза Республики Казахстан. Но затем пропадаете из поля зрения, вот, из боксерской общественности. Вот могли бы вот этот период рассказать, почему не продолжили свою карьеру именно вот чиновника? Сейчас, возможно, бы мы видели вас в кресле министерском или еще где. Вы Поэтому- тогда ушли в нефтяной бизнес, если не ошибаюсь, из бокса. Ну, наверное, на этот вопрос несложно ответить. Мы из социализма перешли к рынку, да? Времена были где-то непонятные, где-то мы определялись. Значит, меня пригласили, позвонили ко мне, пригласили вот на этот статус гостренера, да, юношей, юниоров, затем взрослые, спартакиада, я уже сказал. Да, где-то в году, наверное, 91-м или 92-м Бекета Сапабековича Махмутова попросили, чтобы он возглавил Федерацию бокса Казахстана, да, в силу каких-то причин. В силу причин его личных характеристик, как человека, скажем, такого энергичного, такого компетентного, такого коммуникабельного, обаятельного, в конце концов, да, потому что, ну, он единица, да, такая, которой он был, который он остался у нас в памяти. Глыба. Да, вот. Я был у него вице-президентом, затем, ну, наверное, судьба распорядилась так, что я ушел в частную структуру, бизнес и так далее. И через бизнес, да, мы пришли в первую приемную с определенным предложением, с деньгами, с ТЭО, с предложением, да. Да, со мной, мы вместе были с моим партнером, который показал свои некоторые такие брошюрку свою, да, закрытую. Да. После чего возник вопрос, а не могли бы вы оказать содействие в визите Папы Римского в Казахстан? Эй, Можно маленькую ремарку? мынау Ақтауғайда жаңағы Папа Римский қайда? Да, Ну, естественно. пришлось браться, да, Потому за что вопрос, рукава. бизнес-вопрос был, значит, о порте Актау. Да, мы его хотели взять на 49 лет в управление, пришли с деньгами, чтобы наши казахстанские единственные морские ворота, чтобы они были, ну, соответствовали, так Рентабельны. сказать, времени, так сказать, хотели сделать. Вот. И вот возник вопрос, значит, не могли бы вы оказать содействие? Мы оказали содействие и сказали, вот, тогда... Маленькую справку позвольте добавлю, дорогие зрители. Во всем мире визит Папы Римского официально в какое-либо государство, это является мега-мега-супер имиджевым проектом. До этого предпринималось немало попыток пригласить Папу Римского в Казахстан. Они были все провальными. И в 2001 году, 21 сентября, через 10 дней после катастрофы в Нью-Йорке, когда два самолета разбилось, команде единомышленников, в которой также состоял и Асылбек Керимов, сделали так, что Папа Римский прилетел в Казахстан. И вот об этом и идет речь. Как вам удалось это добиться? У меня нет ответа на этот вопрос. Мы шли вперед, нам поставили задачу, правда, мы выполнили свою часть работы, да, а порты ныне там. Ну это круто было тогда, невероятно круто. Это отдельная тема для разговора, о ней можно говорить долго, детально, это все как... Тогдашний Но президент. все-таки вы целый гордитесь, что сценарий. вы были соучастником вот такого события Думаю, да. для страны, для Родины, когда сам Папа Римский посетил Я не Казахстан? предполагал даже, что в моей жизни будет вот такой эпизод. Я даже не предполагал, да, как я и не предполагал, что я когда-то попаду на Олимпийские игры, и не предполагал, что я окажусь в числе тех, кто принимал участие. Нас было 2 человека, да, и в числе тех,
значит, не то, что мы сделали визит его в Казахстан, нет. Мы сделали решение о визите его сюда, то есть принципиальное решение визита его святейшества Папы Иоанна Павла II в Казахстан согласно письму президента. Нурсултан Набишевич Назарбаев тогда нервничал, до последнего не верил, что Папа Римский прилетит. В аэропорту. А не только он не верил, Да? никто не До верил. последнего момента не верили же, да, пока он не прилетел, не верили, что он прилетит. Да, пока в аэропорту, когда смеркалось уже, пока самолет не включил фары, и вот тогда все успокоились и поняли, что Папа Римский вот сейчас приземлится. Был такой эпизод, да, о нем тоже можно рассказывать детально, и он очень интересный, этот эпизод. Я думаю, мы посвятим как-нибудь этому отдельную передачу, с вами поговорим. Да. Ну, да, возможно, да. Азаке, хотелось бы опять вернуться в спортивную составляющую. В возрасте 24 лет вы были назначены главным тренером, гостренером от Госкомспорта СССР по Казахской ССР, по юношам. Да. А И юниорам. По юниорам. А мужиков взрослых тогда тренировал Серик Керимбекович Кудакбаев, Был гостренером. гостренером. Через 2 года он уходит на другую работу в горком комсомола, Да. и вас передвигают на его, то есть вы возглавляете мужчин взрослых. Да. И в 91 году, дорогие друзья, был еще такой крепкий турнир «Спартакиада народов СССР». Это мини-олимпиада Советского Союза. И до этого проводилось 10 раз. Из них 9 раз по боксу выигрывала сборная РСФСР. И 10-й раз, 91 год, сборная Казахской ССР, которой руководили вы, как главный тренер, забирает первое место. Тогда в составе было очень много ярких боксеров, в том числе и будущий главный тренер сборной Казахстана Мырзағали Айтжанов, который тогда завоевал звание чемпиона Европы. Вот расскажите про тот период. Вы молодой, 27 лет. И вы тогда, вам присвоили звание заслуженного тренера Казахской ССР. Да. Это невероятный факт. В 27 лет завоевать. Некоторые в 40 лет этого не получали. Вот расскажите о том периоде тренерской карьеры. Мне начать хвастаться, да? Нет, не хвастаться, а факты как есть. Рассказывайте. Миниатюрно хвастайтесь. Да, так получилось в этой жизни, что ни одна из советских республик, кроме РСФСР, не выиграла спартакиаду народов СССР. 10-ю и последнюю перед развалом Союза выиграли мы. И это заслуга прежде всего тренеров, которые в зале десятками лет, да, прошу прощения за сленг, в вонючих залах, да, в грязной дырявой одежде и в кедах, да, добывали, так сказать, шли к успеху. Это их заслуга в первую очередь. Да, а потом уже остальные. И то, что этот исторический факт состоялся и был, да, было именно так. Это уже в истории. Да. Единственное, может быть, что понимание придет это через, и вообще придет ли, да, через какое-то время, где-то в исторических сводках, наверное, укажут, что вот было вот так. Аслбек ага, вот такой еще вопрос. У вас есть ноу-хау, который вы придумали, хотя можно сказать, что все гениальное просто и на поверхности. Да. Именно о геометрии ударов, о том, что правильная геометрия ударов, движения всего тела есть улучшающая составляющая для точности и силы удара. Вот можете рассказать чуть подробнее об этом? Ну, геометрия бокса, да, я не знаю, у кого, есть ли у кого этот термин, да, но он у меня есть, я его как бы изобрел, да. Почему? Потому что человек это, ну, примерно, скажем, геометрическая фигура, да, я уже, возможно, где-то это говорил и показывал, да, вот он поднял руки, да, вот у него прямой угол, да, вот он повернул руку, да, вот у него 2 прямых угла, вот взяли проволоку, вот так вот ее согнули и вот так согнули. Вот вам, пожалуйста, рычаг, да, который бьет в точку
И геометрически правильная фигура при соприкосновении дает максимум. Силу. Да. Возьмите эту проволоку, чуть-чуть измените, прогните не так, а вот так это будет, и чуть-чуть локоть завыше, и еще плечо вперед. Уже. Да. И вся сила удара, она по пути разлагается по разным направлениям, и в точку приходит не та сила удара, которую ты хочешь послать. Более того, ты имеешь риски получить травму. Здесь уменьшаются и травмы, так сказать, риск получения травмы, и при затрате меньшей энергии при ударе ты достигаешь большего КПД. И в это нужно погрузиться, это нужно понять. Это очень просто, в принципе, да. Ну, я не знаю, гениально это не гениально, но как это выражение, да, гениальное все просто. Все просто. Да. Но здесь вот так. И более того, это придаст спортсмену, боксеру в частности, придаст больше зрелищности. Да, потому что и он останется, скажем, опять же, я приведу тот же пример, да, из боксеров. Кто у нас остался как зрелищный, вот 5-10 человек, опять же. Из современных? Вообще за всю историю. А их, наверное, тысячи, десятки тысяч, а то и миллионы. Единицы. Единицы. Они в 10 вот сюда пальцами. Кого мы опять там вспомним? Мы Али. вспомним Али, мы вспомним Ломаченко. Ломаченко. Ломаченко, Усик. У них шикарная геометрия. Из тех старых Рэй Леонард, Холлифилд, Льюис, и их вот они. Почему? Ну, во-первых, они одаренные больше, чем другие, возможно, и скорее всего так по функционалу, по другим характеристикам. Во-первых, более одаренные, и они с правильной геометрией, с правильной антропологией, осанкой, да, или как это, как вот это вот, статность, да, то есть танцующие, играющие, да, то есть вот это все, оно придает зрелищность, красоту, да, но Эстетику. но есть боксеры, которые выходят вот таким образом, да, и они тоже достигают Коряво, каких-то но- результатов, да. достигают, да, есть олимпийские чемпионы, которые там откуда-то чего-то, да, С улицы пришел. Каракуш. да, но они стали, и их нету, а эти остались навсегда. И у нас в Казахстане такие ребята есть. Их не то, что можно найти, их нужно найти. Они есть. Нужно их увидеть и вести вот к высшим достижениям, что отразится не только на нем, там, на тренере, скажем, на виде спорта, это отразится и на имидже всей страны, потому что когда спортсмен поднимается на высшую ступень пьедестала почета, звучит гимн, поднимается флаг страны. Ну, извините, какая еще популяризация нужна для страны, да? Но это огромный труд, конечно. Ради этого стоит жить, заниматься любым видом спорта, да, и, ну, тем самым принести большую пользу для страны. Да? А давайте узнаем пятерка лучших боксеров в истории Казахстана от Асылбека Керимова. Прям с языка снял. Молодец. Серик Каныкбаев, One, Серик Сапиев, two, Геннадий Головкин, three, Игорь Ружников, 4, Валерий Рачков. 5. Пусть меня простят мои коллеги по команде и по вообще из этого вида спорта, да. Можно туда назвать и Ташкембая, и Сабарханов, и Виктор Демьяненко, это понятно, это легенда, который даже не, можно сказать, он вообще вне конкурса.
Да. И как боксер, и как человек. И как боксер, и как человек, да. Боксером быть, может быть, сложно, но человеком остаться после бокса, да, еще сложнее. Ну вот 5 человек, ну вот, которые мне как бы вот навскидку, да. А вот мы говорили о триумфе сборной Казахстана на Спартакиаде народов СССР. Действительно, это небывалое достижение. Впервые в истории СССР занять первое место еще по такому популярному виду единоборства, как бокс. И вы тут же подчеркнули, что это заслуга наставников, которые трудились непосредственно Конечно. с боксерами. И вот сегодня действительно хотелось бы отдать дань уважения специалистам и такую небольшую сравнительную характеристику провести. Вот если в 80-х годах, в 70-х годах тренер это был такой по-хорошему энтузиаст, да? Да. Фанат, преданный своему делу человек, по-отечески относился к своим воспитанникам, то, глядя на сегодняшних специалистов, вот просто вот, какую характеристику вы могли бы дать? Без ругательных слов. Сегодняшний специалист. Ильза, ты имеешь в виду, что как бы уровень бокса у нас понижается? Ты это имеешь в виду? Нет, я хочу отметить именно роль наставников. Вот если они были... Лично. Да, ну, в целом наставников, любых наставников, тренеров, которые в советское время были энтузиасты, фанаты, преданные своему делу люди, то как вы сегодняшних специалистов видите? Могли бы их сравнить вот именно вот со специалистами Советского Союза? Вы же помните, это не только бокса касается, там и борьба, Псарев, да, и любой вид спорта, просто советский тренер и сегодняшний современный казахстанский специалист. Вот, что бы вы подметили, что бы вы охарактеризовали, что бы вы пожелали, наконец, сегодняшнему специалисту? Ну, во-первых, тренер, конечно, это тот человек, который отдает свое личное, а время сегодня стоит очень дорого, да, он свое время отдает больше чужим детям, чем своим. Зачастую так происходит, да, ну, значит, это как бы его выбор и его призвание, да, быть педагогом, быть тренером, да, относительно, скажем, относительно их методики, да, у них все, вот насколько я вот вижу, да, единицы из тренеров знают больше, чем другие. Да, и мне хотелось бы, чтобы, не то чтобы хотелось, да, жизнь так развивает, жизнь так идет, что все развивается, и технологии развиваются, и другие виды спорта развиваются, и ментальность человеческая развивается, да, там наука и прочее. Почему спорт не должен развиваться? Он тоже должен развиваться, и человек просто обязан себя совершенствовать, он должен постоянно учиться, да, век живи, век учись. Вот. Поэтому, мне кажется, нужно, кроме того, что парень должен быть в перчатках, уметь хорошо драться, уметь хорошо бегать, кроссы, поднимать железки, там, не знаю, скорость удара увеличивать, он, опять я возвращаюсь, он должен быть зрелищным. Мое мнение, как бы сугубо мое личное мнение. Кто-то работает просто на результат, кто-то работает, да, едут за длинным рублем, так скажем, да, туда-сюда и так далее. Но тренерам я бы хотел пожелать, чтобы они все же тоже совершенствовались. Не так по накатанной шли, как было, ну идет и идет себе, да. А все зависит от самого спортсмена, от его данных, так сказать. Это можно сделать, это нужно делать, потому что, как бы это сказать, ну, сказать, те же 80-е годы, возьмите сборную Казахстана, да, 70-е, 80-е годы,
Ну, единицы стреляли, и на единиц можно было смотреть, например, как на Серика, да, Канакбаева, Серика Керимбековича, который, выступая где-то, собирал полные залы. Зритель шел на него. Вот именно на него, посмотреть на него. Почему? Потому что он внешне красивый, он показывает красивый бокс, у него статусность, статность, да, он показывает красивый умный бокс, да, когда он выигрывает, не получая практически ударов по себе, да, как он красиво передвигается. То есть вот он показывал искусство, на которое можно смотреть. И когда ты, скажем, смотришь его поединок, ты в этот поединок проваливаешься, и ты боксируешь там, и все вот эти тонкости ты начинаешь принимать на себя, и ты уже, вот, ты там. И не каждый спортсмен обладает, не каждый боксер обладает такими качествами, чтобы на него смотреть. Да, многие сейчас в телефонах сидят, отвлекаются, разговаривают. Почему? Потому что бой и бой, дерутся два мужика, да, два гладиатора. Давайте перефразирую вопрос. Если страна, где такие богатые традиции и тренерского цеха, и Да. как начиная Шохра Бутекулы, Никулин, Хайрудинов, Омаров, то есть Хасанов, да, и ряд специалистов, Болдырев, Рожков, Драч, вот ваш тренер, потом Абдыслан Нурмаханов, то есть огромная плеяда была выдающихся легендарных наставников. Если кого не вспомнил, жатқан жерлері жарық болсын. Круг сузился таких крепких, хороших специалистов. Наверное, Перзат, прямого ответа нет, да, в силу многих факторов. Взять, скажем, старую плеяду, да, каждый обладал своей школой, каждый достигал своих каких-то результатов. Да, сегодня, скажем, плеяда, начиная с кого мы начинаем? С Мурзагали начинаем, да, скажем, и дальше Галым Кинжибаев, да, да, и так далее. Значит, до этого кто был, до Насанова? Саджанов. Хайрат Саджанов. Кайрат Саджан, да. Сегодня, хорошо, если о главном тренере говорим, да, сегодня Насанов, почему он стал, но в конце концов, значит, у него на лбу написано, что он должен был им стать, он трудился, десятки лет, воспитал великолепного, красивейшего боксера, как Санжар Ташкенбай, и почему ему не возглавить сборную Казахстана. Это не касается человеческих качеств, это не касается его там статуса, не знаю, денег, там еще родственных связей. Нет, как специалист его посчитали нужным, значит, поставить главным тренером, да, избрать там или назначить главным тренером сборной страны. В этом нет ничего особенного. Да, единственное, будем ждать, как он себя проявит, да. Да, кто говорил, кто знал и кто предполагал, да, Мурзагали Айтжанов, что он когда-то из вот такого маленького парня, да, станет вот такой великолепный, Успешный тренер, да. Да, успешный тренер и личник, так сказать, он воспитал и чемпионов мира, и команду он хорошо вел. Человек, обладающий, опять же, какими-то способностями, да, что позволило ему достичь таких результатов. А результатов он достиг очень, я не знаю, понятно, что он дважды был объявлен лучшим тренером мира, да, по каким критериям это все делалось, я не знаю, да, но он очень достойный человек и тренер. Асаке, вот такая гипотетическая ситуация, Да. Допустим, звонят из Федерации бокса Казахстана, условно. Так, Президент Федерации Шахмурат Муталиев. так. И говорит: Асаке, вот я хочу, чтобы вы были советником моим. У него и так есть советники: Мухтархан Дильдебеков, тренеры Турсунгали делают, но не всегда тренеры и успешный спортсмен бывают успешными советниками. Да. И он говорит: мы хотели, чтобы вы были советником, именно чтобы вы помогали нашим главным тренерам достижению успешных результатов. Что бы вы предложили бы изменить, либо что внести в подготовку наших спортсменов?
2 года до Олимпиады в Лос-Анджелесе у нас. Ближайшие старты в сентябре Азиатские игры. Что бы вы предложили? Гипотетически. Ну, сложный вопрос. Ту же геометрию предложили бы внедрить, вот, ваше ноу-хау? И геометрия, она буквально вот эта вот чуточка вот этой геометрии, она может очень многое изменить в команде. Может. Да, да. Но нужно знать, как это применить и как это Внедрить. внедрить. Но об этом может знать только автор, тот, кто выявил, изобрел, скажем так. Некоторые ребята обладают этими способностями, но они не знают, понимают, что они... как применить. Нет, именно боксеры, они есть таковые, но они сами до конца не понимают, что они таковые. Да, но подправить, конечно, вот эта маленькая деталь в геометрии боксеров, да, но вот ее просто необходимо внедрить. Просто необходимо внедрить. Все зависит от Олимпиады, Лос-Анджелес, так сказать, да. Это все понятно. И все будет зависеть от, скажем, талантливости, да, если такое слово, не знаю. Да, от таланта, да, тех, кто сегодня в команде или кто будет в команде. От их таланта, от многих факторов. Плюс еще, мне кажется, фактор риска. Не будет же президент федерации рисковать и экспериментировать? Или может он рискнет? Тут тоже палка о двух концах. Не, ну вот рискнули же сменой тренерского штаба, вот как раз таки. Ну, результатов мы еще не знаем. Посмотрим. Не знаю. Не знаю. Но риск-то совершен. Риск совершен. Давайте поговорим вот о чем. О роли личности. Кто не рискует, тот боксом не занимается. Это точно. Роль личности. Вы человек довольно опытный, успешный, прошли разные ступени, в разных отраслях отметились и сталкивались, соответственно, с разными людьми. И прекрасно знаете, что от первого руководителя зависит в целом как микроклимат, так и общее настроение, ну и, соответственно, то, в каком направлении будет двигаться компания, организация или в целом какая-то, да, группа лиц. Поэтому и в ходе беседы вы вспомнили о Бекете Саубековиче Махмутове. Да. Поскольку этого человека я знал сам лично, видел его отношение к людям, не делил он на социальный статус, по месту работы, он со всеми одинаково общался, заряжал вот такой энергетикой. И что самое важное, достигал результатов. Трижды по итогам Олимпийских игр, когда вот в советский период казахи мечтали, но когда Килимов Олимпиаду выиграет, когда Хонакбаев Олимпиаду выиграет, и, к сожалению, это так и осталось несбыточной мечтой, то вот после обретения независимости, как раз вот с приходом Бекета Махмутова в Федерацию бокса, наши боксеры начали блистать. И вот в Атланте, и в Сиднее, и в Афинах на 3 подряд Олимпийских играх Казахстан занимал 3-е место в боксерском турнире Олимпиады. Вот хотелось бы, чтобы вы подытожили вот мой небольшой такой рассказик в контексте Бекета Саубековича Махмутова. Ну, конечно, по-разному можно изложить это, но я хотел бы сказать, что, возможно, повториться, да. Бекет Саубекович Махмутов обладал качествами, которыми, наверное, не только в мире спорта и, в частности, в боксе, наверное, мало кто обладал. Да. Для этого есть определенные причины, мы все это прекрасно понимаем. Но, несмотря, скажем, на материальную поддержку, несмотря на там, статус, несмотря на его какие-то иные качества, он был прежде всего личностью с большими коммуникативными способностями. Да. Он был одаренным человеком, да, невысокого роста, такой сжатая энергия в нем, харизма, обаяние,
человек говорил громко, человек всегда хвалил, он всегда посылал хороший звук в сторону собеседника, а хороший звук, слово, буква, как мы все прекрасно понимаем, да, слово оно может и убить, да, и может и оживить, так сказать. Қазақтарда да жаңағы адамның сөзі жаңағы неден пышақтан өткір дейді ғой жаңағы, иә. Сол сияқты. Он обладал многими качествами, то есть в купе, поэтому этот человек как бы сказать, вложил все свои данные Богом, да, он вложил вот в любовь к спорту, в любовь к отношениям, не знаю, в АИБа, в других организациях, да, он это делал с хорошей улыбкой на лице, с хорошим позитивом, и все это вот вкупе как бы бытуют иные мнения, да, о них писали некоторые люди, да, но ни один из таких критиков не может сказать, что казахского боксера вытащили за уши из какого-то поединка. Нет. Просто вот в таких поединках зачастую наших, так сказать, сливали в силу каких-то объективных причин. Но Бекет Сапарбекович позволил вот в таких поединках забирать победу. Не в таких, а вот именно в таких поединках. Когда можно отдать победу и в эту сторону, и в эту сторону. При Левите с Тищенко не был Бекет Сапарбекович. Левит, Тищенко, тогда было два вице-президента АИБа, казаха, Тимур Аскарович Кулебаев и Серик Керимбекович Панампаев. Ага. Ну, опять же, там политический вопрос, последний финал. Но они не решили, по факту. Последняя медаль, но, извините... Там политический был да, Тищенко. Да, спорт. Ну, они же не смогли противопоставить Вот тебе ничего. этот поединок и подтверждает. Спорт вне политики, Да. этот тезис. Ну, это аксиома. Да. Ну, с вашего позволения, бұл сұрақты негізде қазақтар бірінші кездескен кезде сұрайды. Руыңыз не болады, айтып беріңізші біздің көрермендерге. Кіші жүзсіз. Иә, мен кіші жүзбін, 12 ата байұлы, байұлының ішінде Сұлтан Сұйық, Сұлтан Сұйықтың ішінде жаңағы Тобаның 5 баласы болған, сол бір баласы Қызылқұрт. Қызылқұрт, менің руым Қызылқұрт. Құрманғазының. Мен, я, если по-русски сказать, то есть улица Абая, а следующая улица это улица моего деда. Соның ұрпағы деп мен есептеймін. Да, хотя по крови я нет, скорее всего, я не знаю. Но я одно знаю, что мелодию моего деда, да, куй моего деда, этот куй называется Адай, он звучит на велосипедах, на мопедах, на мотоциклах, на автомобилях, на самолетах, в поездах и везде. Да, это сокровищница казахской культуры. Да. А потом после этого возникает вопрос: так, куй, адай. А что такое слово адай? Что оно означает? Ну, как бы любознательный человек, да? Адай — это род в младшем Жузе. А кто они? Да, вот такие вот особенные. А где они живут? А вот живут там-то. А чем они отличаются? А вот тем-то отличаются. А вот это нефтегазоносный регион. А вот они такие вот бунтари. А вот они такие справедливые. Они такие вот требуют не лишнее, а требуют то, что принадлежит, то, что должно принадлежать что должно быть для нормальной жизни человека. Да, а то наши нефтегазовые регионы, да, они как бы, ну... Обособленные. Не то что обособленные, нет, но там люди значительно лучше должны жить. Мимакас. Да. Ну, қымбатты достар, қазақ халқы руға бөлінбейді, қазақ халқы рудан құрылады. Асылбек ага, ну я бы хотел, чтобы вы дали свои наставления сегодняшней молодежи, не только боксерам, борцам, легкоатлетам, тем, кто занимается спортом, но и в целом нашим соотечественникам. Сегодня мы живем в такое
опасное, так скажем, время, да, очень по лезвию ножа, вот буквально ребята ходят, и вокруг очень много соблазнов. Вы как человек, который состоялся, который прошел большую школу, который из миллионов советских мальчишек сумел застолбить за собой право первого номера национальной команды Советского Союза в таком благородном, великолепном виде спорта, как бокс, имеете право дать наставление нашим казахстанским мальчишкам и молодежи. Фирменный совет от Асылбека Келимова. Да, я бы хотел сказать, что мир меняется, соблазнов действительно много, не только уличных, но и Духовно-нравственных. духовно-нравственных и технологических. Да, сегодня из гаджетов не вылазит никто, об этом, да, можно услышать много. Сложно, наверное, какой-то рецепт предложить, пожелать нашему молодому поколению. Да, какого-то, наверное, одного рецепта не существует. Да. Возможно, осознанность, которая приведет к пониманию твоего призвания в этой жизни. Да. Скажем, заниматься любимым делом, знать его в совершенстве и еще получать за это деньги. И удовольствие. И удовольствие, да, не это ли счастье? Прекрасная формула успеха от Асылбека Келимова. Что ж, дорогие друзья, мы завершаем нашу программу. И напомню вам, чтобы вы подписывались на наш канал, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях. Для нас это очень важно, это здорово поможет нам в продвижении, и мы будем знать, куда нам дальше двигаться. На этом мы завершаем программу. Аман сау болыңыздар и занимайтесь спортом, ведь в здоровом теле здоровый дух. Достар, всем всего доброго. Мы напомним, что гостем нашей студии был мистер-нокаутер, который в 1980-х годах прошлого столетия являлся флагманом казахского бокса. Не побоюсь этого высокопарного, красивого слова, наряду с Хонахпаевым, Нурказовым и другими нашими казахстанцами блистал на всесоюзном и международном ринге. Смотрите Кендала ТВ, будьте в курсе спортивных событий. Аман сау болыңыздар. Сау болыңыз. Один из ярких боев Келимова – его встреча на ринге с чемпионом США Майклом Гроганом. Келимов смог одолеть опытного американского боксера, отправив его в нокдаун.